Добрый день всем зрителям, кто будет смотреть нас на YouTube или в записи и любыми другими путями. Сегодня мы начинаем наше интервью для канала Чеченской демократической партии. И начнем мы это интервью, сделаем наше первое интервью с председателем партии Хусейном Исхановым. Хусейн, я сразу перейду к вопросам, чтобы у нас получилось короткое, компактное и как можно информативное интервью. И начать хотел бы с того, чтобы ты рассказал немного о себе и кем ты был во время Ичкерии и о своем пути. Как сложилось так, что ты сегодня находишься в Австрии и стал председателем Чеченской демократической партии. То есть до этого пути. Немного о себе. Ну, я расскажу о себе. Да, меня зовут Хусейн Исханов. Расскажу немножко коротко о себе. Говорить не очень как бы приятно, но в любом случае я в 92 году, до 92 года работал в Волгоградской области. Вообще начинал свою рабочую трудовую деятельность еще в Советском Союзе художником-оформителем в театре имени Лермонтова, потом художником-декоратором, потом художником-оформителем в парке Кирова, это уже после армии, в парке Кирова в городе Грозном, ну и там во многих местах, в общем, считал себя как бы, да, свое будущее связанное с искусством. В общем, другого я Творческий не видел человек. творчески, да. Но потом жизнь поменялась, Советский Союз разрушился, и когда я работал в Волгоградской области, как раз произошел развал Советского Союза, и чеченский народ провозгласил независимость. В общем, ну, мы помним там Завгаева, не будем говорить, кто это, что это там. В общем, пришел к власти, не к власти, еще был избран Дудаев, Жахар Дудаев, э, еще не как президент, да, он просто возглавил это движение. И когда я вернулся в 92 году, я как раз успел на выборы, как раз шли выборы президента Чеченской Республики Ичкерия, где я успел, да, принять участие в выборе Жахара Дудаева. Я голосовал за Дудаева. Потом до 94-го, 3-го, 4-го года, уже сколько лет прошло, я просто занимался, ну, естественно, долгое время отсутствия в республике, мало контактов и так далее. В общем, я там немножко бизнесом пытался заняться такими делами. Потом начались волнения в городе Грозном, начались демонстрации в городе Грозном. Эти, как бы, на первый взгляд, безобидные демонстрации уже превратились в более глубокий разрыв, да, какой-то среде чеченской. Искусственно появились так называемые оппозиционеры, но они, естественно, не были оппозиционерами, потому что вооруженные оппозиция – это уже не оппозиция, это уже попытка государственного переворота. То есть там был на площади театральной был убит Иса Арсемиков и со своим товарищем, вот второго, к сожалению, не забыл я, там гранатометным выстрелом по их машине убили этих двух человек, и потом уже пришлось разогнать митинг на театральной площади, попытаться арестовать руководителей, но они успели оттуда То есть этих уйти. людей убили, они были участниками митинга. Айсар Семиков был депутатом парламента Чеченской Республики. Он был в первом парламенте, он был депутатом парламента, очень образованный, грамотный парень. И все его республики уважали и знали очень многие люди. Он туда поехал в качестве парламентера для того, чтобы объяснить людям, да, чтобы они разошлись, чтобы не работали на руку Москве, чтобы не были против нашей независимости. И вот когда они уже оттуда возвращались, и по дороге, прямо недалеко от этой театральной площади, в них просто выстрелили из гранатомета. То есть это была такая акция, да, накала, э, противостояния чеченского обществе. То есть это было на руку, естественно, Москве, там за этим стояла агентура, естественно, да, прорусская или сами русские. И потом уже начались такие боевые действия. Главный штаб Чеченской Республики Ичкерия во главе со Сланом Асхадовым. Первые боевые операции против
вот вооруженных вот этих бандитских формирований, которыми командовал Гантимиров, Автурханов, Бесланов Турханов, вернее, Бесланов Гантимиров, Умар Автурханов, Докка Завгаев, Руслан Хасбулатов, о котором сегодня пытаются хорошо говорить или плохое не говорить, или там говорить только хорошее, да, мы это тоже себе не можем позволить. Мы должны говорить о предателях, что они предатели, о подонках, что они подонки, несмотря на то, что они уже мертвые. Мертвый подонок тоже подонок. И потом там Хаджиев, Салымбек тоже, кстати говоря, нет его. Ну, это одна такая категория людей, которые фактически притащили войну в Чеченскую Республику. Насильно просто заставили русское руководство России развязать против чеченского народа войну. Они пытались свергнуть власть Джохара Дудаева и прийти занять президентский дворец и возглавить республику. В общем, такая меркантильность, да, которая вызвала потом кровавые последствия, которые до сих пор длятся. То есть вина с этих людей никаким образом не может быть снята. Это должны быть процессы, судебные процессы. Даже если человек умер, в истории мы должны оставить правильное понимание вот этих вещей, да, правильное понимание той ситуации, объяснить ту ситуацию, почему, какая причина начала Первой русско-чеченской войны. И я думаю, что ну, тогда, в 93-м, по-моему, году, или 4-м, я уже точно не помню, я ехал, первый был вот в этот день, оказывается, да, первая попытка захвата Грозного, захвата президентского дворца силами так называемой оппозиции. Вот так получилось, что я ехал из села Автуры через Аргун и на Грозный. Да, и впереди меня ехали, не помню, 5-6 машин, грузовые машины, в которых, ну там, с короткими бортами, и в которых сидели рядами мужчины. Да. И что интересно, у каждого на голове были вот эти пясяцы, как по-русски. Тютейка. Тюбетейки, да, все в белых тюбетейках сидели. Ну, просто сидели. Я думал, ну, наверное, какой-то на похороны едут, наверное, кто-то, какой-то известный человек умер там, и все, да, гурьба туда едет. Оказывается, это были, оружие было там внизу у них, как сказать, под ногами, да. И они через микрорайон попытались продвинуться, выдвинуться через микрорайон к президентскому дворцу. Ну, там были встречены плотным огнем батальона Шамиля Басаева и там других наших подразделений, которые их буквально за несколько часов, в общем, заставили Выиграть. разбежаться. Ну да, да, и я там много историй знаю про этот их поход, печальный поход. Ну, это уроком для них не послужило, и они потом, вооружившись уже танками Таманской и Кантемировской дивизии в количестве около 50 штук, двинули уже на город Грозный, где танкистами были офицеры Таманской и Кантемировской дивизии в чине майоров, подполковников, капитанов и так далее. И сзади должна была прикрывать их пехота из числа чеченцев. То есть пехотинцы оказались не такими глупыми, как танкисты. Танкисты рванули вперед, и мы их там встретили плотным огнем. Я до этого, я был уже... Хотел вопрос задать. Кем ты к этому моменту являлся? Потому что ты, вот я знаю, ты приехал, будучи творческим человеком в Грозный, Да. занимался каким-то бизнесом, да? И в 94 году, когда уже оппозиция напала на город, хотела власть Дудаева саботировать. В этот момент кем ты уже являешься? Какая позиция? Я вот перепрыгнул, да, когда с этой оппозиции, когда я ехал, впереди ехала оппозиция, я ехал, они повернули направо в сторону, ну, там, микрорайона, я поехал по прямой дороге. И когда мы приехали, я был с супругой, и когда мы проезжали туннель Грозненскую, да, на минутке, вот наверх, когда поднимались, впереди прозвучал мощный взрыв. Ну, тогда непонятно было, такое время, да, что взрыв это в мирном городе, такое странное событие было. И оказывается, вертолет со стороны
трампарка целился в президентский дворец, видимо, и перепутал здание. И вот это был армянский дом такой у нас в городе Грозном, 16-этажный, назывался армянский Да. дом, рядом с чеченским гастрономом. И вот где-то в районе 8-го этажа вот эта ракета попала в квартиру, в чью-то квартиру. Я как раз оказался совсем рядом с этим домом, ехал на нормальной скорости. И я, естественно, остановился там возле этого дома и бегом побежал наверх, на 8-й этаж, посмотреть, пострадали ли люди, там что-то, помощь Помочь. нужна. Да. Да. Ну, забежал туда наверх, был молодой, спортивный в то время, да, для меня эта пробежка ничего не стоила. А, Двери были выбиты, полностью там разорванная вся эта квартира, и, к счастью, никого там дома не оказалось в этот период, да, никто не пострадал. Но я-то потом спустился к своей машине, поехал домой, отвез свою супругу домой и сразу же развернулся и поехал в главный штаб. Приехал в главный штаб и зашел туда. Главный штаб уже располагался в президентском дворце. Мы как перенесли его туда, да, временно, как бы. И я зашел, ну, там удалось мне дойти до Аслана Масхадова на тот период, начальника главного штаба, и мы оказались односельчанами. Я даже до этого не знал. Мы с одного села, с Натеречного района, Ачкет называется, Зиберюрт, по-русски тоже. Вот из этого села. И он оказался. И я с ним поговорил, я так объяснил ему, что я такой секой и так далее. Он, оказывается, мы там, сестра моя учительница работала в этой школе когда-то, да, мы там пару братьев там училась. В общем, они были знакомы. Я был помоложе его немножко, и поэтому после разговора он меня взял в охрану, туда главного штаба, в свою охрану. И вот моя деятельность началась с того, что я был обычным охранником главного штаба и начальника главного штаба. Потом мне довелось участвовать в первых боестолкновениях. Это в районе Гихи, у Смартановского района. Это тоже где-то 93-й, кажется, или 4-й год. Что-то такое, лето, помню, было. И Гантимиров засел там в воинской части возле Гихи. И мы пошли его оттуда выбивать. В общем, там тоже был один очень интересный эпизод, когда Это для стояли. пояснения, для тех, кто не понимает, коротко, для пояснения, это все еще оппозиция чеченская, Это которая... да, да. Да, э, да, это оппозиция, да, это не русско-чеченская война, это оппозиция, которая получила танки от России, да, которая получила БТРы, ну, условно я которые, назвал их оппозицией, но это мы да, понимаем, да, что но это они люди, вооруженные, да, подстрекаемые Россией, да. да, они получили и вертолет, даже у них был вертолет и все такое. И нам ну, Джохар Дудаев приказал освободить эту воинскую часть, ну, в общем, разобраться с этими людьми, да, и мы туда выдвинулись очень рано утром, начали атаковать этот район. Ну, по нам били, естественно, там были потери, достаточно серьезные потери были в этот день с обеих сторон, я думаю, с нашей стороны точно были, потому что я их потом собирал в БТР и отвез в госпиталь. И вот я помню эпизод, когда Аслан Масхадов, когда танкисты, ну танки, надо понимать, что нам достались танки, да, в ужасном состоянии, они еле двигались, естественно, там у некоторых пушки заклинило, у некоторых не было боеприпасов. И там началось такое вот, ну, такое, во-первых, мерзкое состояние чеченцы против чеченцев, надо сказать, да, это впервые, как бы не впервые, но вот период тогда такой впервые, как бы. В вашей жизни, по крайней мере. Ну да, да, вот. И было неприятно, да, очень неприятно, это осадок такой, потом у меня долго оставался. И ну, такое затишье, мы стоимся, не знаем, что дальше делать, да, и появляется Масхадов, потом приходит и говорит, мы вот должны освободить воинскую часть и так далее. Но некоторые надо говорить, ну, может, назад пойдем, может, не будем дальше, у нас потери есть. И Масхадов говорит, ну вот, а как мы, представьте, вот, что мы скажем, вернемся, там потеряли людей, да, вернемся, и что мы скажем, испугались или что. И, короче, кто мужчина, идите за мной. Он вытащил, у него ТТ-пистолет был, вытащил этот пистолет и по полю пешком пошел в эту воинскую часть. М. Как бы, да, и за ним танки пошли, потом уже, в общем,
естественно, мы отвоевали как бы эту воинскую часть, и все там разбежались, кто-то попал в плен, кто-то нет. В общем, такой вот из этих гантимировцев. Ну, освободили воинскую часть и приехали, вернулись как бы уже с выполненным заданием. Мгм. Вот это первое такое было боестолкновение. Потом уже 90, вот это 27-6 ноября, да, вот это когда Гантимировская дивизия, эти танки пошли на город Грозный в ноябре уже 1994 года. На Грозный двинулись эти танки на центр Грозного, и я как раз вот занимал позиции, там и брат был еще, который здесь в Австрии живет. Мы занимали позицию возле фонтана, прямо перед президентским дворцом. Ну и наши воины, естественно, ребята начали, ну, мы как бы защищали президентский дворец, и на моих глазах там взорвалось сразу 2 танка, наши подорвали, да, из гранатометов, прямо вот буквально там 200 метров от меня, наверное, по улице, когда они прям Роза Люксембург, по-моему, улица была. Шли эти 2 танка. В общем, такая интересная, как бы, такое боевое крещение было. Потом уже началась уже Первая русско-чеченская война. Кстати, у нас там был адъютантом у Масхадова, тоже мы, тоже Хусейн его звали, сын его сестры Масхадова. Он погиб в Гехах, там погиб. И потом какое-то время не было у него ни адъютанта, никого не было. Ну и в период войны я начал эту роль исполнять, как бы, да, взял на себя всю эту тяжесть вот этой работы. Это очень сложная, тяжелая работа, постоянно бегать, там, заботиться обо всех, отдавать приказы, принимать, там, людей подводить, уводить. В общем, питание, одежда, ну все буквально, лазарет, там, медсанчасть, за всеми надо как бы ухаживать. Вот такая работа, и еще штаб надо содержать в таком нормальном состоянии, да, чтобы люди там не понебратствовали, чтобы как бы субординацию соблюдали и так далее. То есть это вся ответственность легла на меня тогда, как бы добровольно, да, потом уже к этому делу привыкли, и я уже был назначен адъютантом начальника главного штаба. Потом в процессе войны э, уже звание подполковника у меня было потихонечку. Вырос, да, до этого, и был я порученцем главного штаба, то есть офицер-порученец уже это выше. И потом уже до конца войны я прошел в этой должности, был на переговорах на стадионе «Динамо», когда совместные кандидатуры были, там все эти дела, все полностью там прошел. И я был награжден очередным, ну, повышенным очередным воинском звании полковника и был награжден высшей наградой Оманси. Вот такая примерно история. Потом уже после окончания войны и начала переговоров, ну, мне просто посоветовали, да, как бы мой друг, хороший председатель Центра избиркома Мумади Сайдаев, с которым мы плечом к плечу прошли Первую войну, его избрали председателем Центра избиркома, и он мне просто порекомендовал, чтобы я пошел в парламент, баллотировался в парламент, потому что все равно такое время было, нельзя было сидеть в стороне, да, нельзя было отдавать завоевание в руки проходимцев и так далее. Надо было как-то держаться в этом плане, как-то эту планку нашей независимости держать на определенном уровне. И вот я баллотировался и был избран в парламент Чеченской республики Ичкерия в 1997 году. И стал, ну там был избран как бы э, заместителем руководителя комитета по внешним связям. В общем, в этой должности я как бы до сих пор и нахожусь. Мгм. Слушай, мы сегодня разговариваем с тобой как с председателем Чеченской демократической партии. Ты можешь нам объяснить, что это за партия и какие у нее цели? Ну, Чеченская демократическая партия создана для того, чтобы мировому сообществу показать, что в чеченском обществе есть другое направление, есть другие люди, думающие о завтрашнем дне именно в ключе демократии, и думающие, видящие наше
чеченское государство и чеченское общество как общество, которое поддерживает демократические ценности. Это очень важно для нас, потому что до сих пор на слуху одни радикальные люди, которые говорят об исламе, о Коране, Сунне, и установлении халифата там, и так далее, и так далее. То есть это все, что не будет приемлемо для мирового сообщества. Вне мирового сообщества мы не можем существовать. И ни одно государство, я думаю, не способно выжить, тем более такое государство, как наше, с территорией 17 тысяч квадратных километров и с населением 1 миллион человек. Это очень малая территория, которая никого не будет интересовать. Тем более, если мы будем пытаться туда как бы навязывать обществу, навязывать свое какое-то непонятное мнение для общества, ну, имеется в виду мирового сообщества, да. И поэтому мы считаем, мы демократы чеченские, нас оказалось не так мало. Я думаю, что основная часть чеченского общества придерживается именно демократических ценностей, потому что демократия для каждого – это свобода, личная свобода, свобода частной собственности, на которую сегодня все посягают, как мы видим в самой Чеченской Республике. Это свобода отношений своей семьи, свобода образования, мыслей и так далее. То есть это все то, чем дорожит чеченский народ. По крайней мере, всю свою историю дорожил именно свободой. А свобода невозможна без демократии. Если мы будем смотреть на другие страны, такого радикальные, Иран, там, и другие, не знаю, Афганистан и так далее, там мы свободы, видно, что совсем никаким образом и не пахнет. То есть мы это уже пережили в 99 году, в 98 году. Я думаю, что возвращаться к этому ну, никто не захочет, по крайней мере, да, добровольно. Поэтому мы, демократы чеченские, создали демократическую партию для того, чтобы идти этим путем и попытаться вовлечь в нашу демократическую партию людей, которые способны что-то дать для народа, образованных людей, грамотных людей, пишущих людей, которые, к сожалению, да, до сегодняшнего времени не имели возможности общения между собой, потому что все каналы, все YouTube, все были забиты этими радикальными группами, в которых эти люди не хотели принимать участие. Ведь каждый хочет общаться с теми, кто его понимает, да? Каждый хочет общаться и жить в таком окружении, в таком круге общения, где его будут воспринимать как равного, а не как там какого-то униженного и оскорбленного. Поэтому я думаю, что в ближайшем времени, по мере того, как мы будем активны, у нас появятся не только сторонники среди чеченского общества в большом количестве, но и сторонники из государств, которые захотят помочь нашему народу. Я думаю, что такая возможность у чеченцев есть, у нашего народа есть. Я думаю, что именно если мы будем провозглашать эти лозунги, именно демократия, независимость, свобода, то мы придем к хорошему, очень хорошему результату для нашего народа. Да, Алла. Хусейн, у меня вот возник какой-то спонтанный такой вопрос, то есть не вопрос даже, я хотел бы, чтобы ты немного раскрыл эту тему, потому что я часто читаю и слушаю людей, наверное, очень молодых и доселе не интересовавшихся тем, что такое демократия. Люди часто путают, что вот демократия – это вседозволенность, это как бы распущенность, это там, он приводит в пример какие-то плохие, ну, плохие в нашем мировоззрении, какие-то плохие законы и морали определенно западных стран, и говорят, что вот вы хотите как там, вы хотите как здесь. По сути, демократия – это просто выбор, переизбирание власти, то есть это выбор народа, это народ сам решает, как ему жить. И это многие не понимают. Мне хотелось бы, чтобы ты немного об этом объяснил, потому что упрек часто в сторону демократов, что вот это они хотят разврата. Как ты можешь на это прокомментировать? Ну, я могу привести один пример. Да, я
был у одного своего товарища, и он приходит, молодой парень, у него сын молодой парень, лет 27-25, наверное, так. И на улице где-то он нахватался новой информации, что шииты, типа враги ислама и так далее, да. Мгм. Приходит и мне говорит, такие глаза у него такие блестящие, он говорит: "О, шииты, они плохие, все такое там". Ну, в общем, никаким образом чуть ли их не убивать надо, да, в этом плане. Но я не стал резко реагировать на него. И я говорю: "О, правильно, правильно, молодец". Я говорю. И так паузу выдержал. И потом говорю: "Вот помнишь, вы же в Баку вроде бы жили, да, 90 там, когда началась война, эта семья жила какие-то много лет в Баку. В Баку там в основном шииты, да". И я говорю: "Вот в Баку ты там в садик ходил, в школу пошел туда, друзья у тебя, наверное, были. И как там, нормально у вас было, нет?" "Ну, ничего, нормально, все такое. А ты знаешь, вот сволочи, говорит, твой отец взял вас к шиитам, отвез, да, и мучил вас там". Ну, так, чтобы он понимал. Да. Потом говорит: "Ты знаешь, вот прежде чем слушать эти вещи, да, и шииты, которые за 1000 километров отсюда находятся, какой народ, ты их вообще не видел никогда и не слышал о них ничего, да, кто-то тебе на улице сказал, ты сейчас схватил эту информацию, лучше знаешь, что сделай? Поднимись вот на 8-й этаж своего дома, да, постучи в первую квартиру там, и сверху начни вниз. Ты шиит, ты там кто, алкоголик, ты такой-сякой, безбожник и так далее. И пойди и разбирайся с этими людьми. Чего ты лезешь, говорит, за 1000 километров? Ты же это не делаешь, потому что в этом подъезде живешь, да, и мнение этих твоих соседей для тебя очень важно. Плохие вы соседи или хорошие вы соседи. То есть люди, наши люди, к сожалению, да, не думают правильно. И все люди, которые это говорят, вот эти там про всякие дозволенные, недозволенные, ну, пытаются, да, вот это ЛГБТ и так Да, далее, новое испачкать. течение. Ага. Они не понимают, что они живут среди этих людей. Такие же люди с этими наклонностями живут в их подъездах. Они же им не мешают там абсолютно. То есть демократия вот европейского толка, да, или американского, эта демократия говорит, что этот человек, если он больной, может быть, да, или там что-то у него, не знаю, его мировоззрение, он имеет право на это. Он имеет право быть христианином, быть безбожником, быть кем угодно, быть художником, там, поэтом, танцором. Это его право. Главное, чтобы ты не нарушал общественный порядок, чтобы ты не лез этим в мой дом, в твой дом, да, там, и так далее. То есть моя жизнь – это моя жизнь. Напрашивается вопрос по поводу правительства Закаева. Является ли партия чеченских демократов какой-то конкуренцией или противником правительства Закаева? То, что мы и Закаев, и про его правительство, и чеченские демократы, мы все за деколонизацию, за освобождение Чеченской Республики, это очевидно, и в этом у нас нет никаких разногласий. Почему мы в данный момент не являемся частью правительства Закаева? Почему, в чем мы с ними не сходимся? Ты можешь это как-то... Ну, я могу, конечно. Я, конечно же, здесь не хочу переходить на личности, там, на Закаева, на другого, пятого, десятого. Сегодня там Закаев, завтра, вчера был Масхадов, до этого был Дудаев. То есть это смена власти. Здесь это очень нормально. Но когда мы будем переходить на личности, это уже какие-то между чеченцами свои какие-то дела. Здесь речь идет о будущем, о видении, да, будущего Чеченской Республики Ичкерия. Наша демократическая партия видит свободный чеченский народ, который имеет контакты с европейскими странами, с Америкой, да, какое-то проевропейского направления, да. Мы народ, который сами вообще находимся в европейской части земного шара, и мы являемся европейцами. И здесь, когда пытаются нас как бы вергнуть вот в арабский мир,
это противоестественно для чеченского народа. Да, мы мусульмане, мы не отрицаем это, да, мы молимся, все такое, но у нас помимо этого есть свое я, свой менталитет чеченский, своя культура и так далее, который мы не хотим разрушать. Мы хотим сохранить свой язык, во-первых, да, свою культуру, национальность и так далее, и так далее. Мы не хотим быть частью умы, и как бы обезличить себя, да, и называть, как многие, ну, эти радикальные говорят, ты не должен, если ты говоришь, я чеченец, да, это национализм, типа, да. Вот я националист, чеченский националист, потому что я вынужденный националист, потому что в противном случае мой народ пропадет вообще, исчезнет с карты земли, он растворится среди арабов, австрийцев, немцев, французов и так далее. То есть обезличится, да, какая часть будет арабизированная, какая-то, да, мы сейчас видим тотальная такая мода на имена, да, Абдул, такой Абдул, секой, Сахаб, Махаб, там разные все арабские имена, произносимые и непроизносимые даже, мы видим вот эту часть молодежи, которая арабизируется. И это очень плохо для нашего общества. Чеченский народ имеет свои имена, свои настоящие имена, свой национальный язык, который потихоньку мы утрачиваем. Нам надо думать о возрождении именно своего национального. Нам надо думать о общежитии, среде вот, демократического европейского государства. Нас ни один арабский народ, ни один исламский народ, ну как мы знаем в практике, ни одного чеченца нигде не приняли в качестве беженца, да? Нигде нету такого примера, чтобы показать, вот массово там Турция приняла чеченцев, обеспечила всем, да? Там какая-то Иордания, или там Саудовская Аравия, Катар и так далее. Ни одно государство нам не помогло ну, абсолютно ничем. Вот единственное, что мы нашли, это убежище в европейских странах. И те люди, которые даже уехали в исламские страны, они практически многие из них вернулись или мечтают вернуться, не то что вернуться, переселиться в европейские страны. Вопрос возникает, почему? Потому что здесь к человеку относится государство именно как к человеку. Здесь для любого человека создаются равные условия. Даже если ты не гражданин этой страны, ты имеешь точно такие же права, как и их имеют и граждане этой страны. То есть мы тут ничем не ущемлены. Поэтому, естественно, мы стремимся к тому, чтобы чеченский народ жил именно вот, научился жить так, как живут европейские страны. Да, перенял многие законы у этих народов, научился управлению. Ведь когда мы говорим о лидерстве, да, там лидер такой, лидер сякой, я вообще против вот этого слова лидер. У народа не должно быть лидера, мы не индейцы какие-то, да, чтобы там вождь племени, чтобы у нас был, да. В демократическом обществе лидером должен быть закон. Закон для любого человека, который сядет в кресло премьер-министра или президента. Во-первых, он должен исполнять закон неприкосновенно, должен исполнять Конституцию Чеченской Республики, не манипулировать ею, да, и исполнять другие законы, которые принимает парламент. Вот тогда становится нормальным демократическим государством. В противном случае это получается как бы узурпация власти, когда человек возомнит из себя как бы Бога на земле, да, вот в виде Кадырова, да, он никого типа не слушается, я и все. По этой шкале мы не можем еще раз пройти, да, еще одного Кадырова там поставить дома у себя, да, там сделать из любого, хоть из меня, хоть из Акаева, хоть из кого угодно, какого-то Амира и так далее, чтобы потом а, страдал наш народ. То есть в этом наше разногласие. То есть ты считаешь, что Закаев и его правительство не являются демократами или же четко не подчеркивают этого, и поэтому нам пришлось создать вот такую партию, которая будет именно об этом акцентированно говорить? Ну, совершенно верно. Не четко не подчеркивает. Я так хочу сказать. Может быть, в душе у него там есть какие-то жилки демократии и так далее. Я не хочу сказать, что он совсем уже никакой, да. Я его знал хорошо, вроде бы до сих пор был нормальный такой, как бы.
человек, который понимает ситуацию, разбирается в политике. Но вот последнее время я просто не понимаю, потому что вот этот крен в сторону, ну, Швеции, то, что произошло, да, вот это собрание там и так далее, 2002 Конституция, незаконная, абсолютно незаконная, это подчеркиваю, потому что ни президент, никто не имел права, во-первых, это сделать. Если это даже было сделано, но я знаю, что это именно так и было, потому что я был на связи с Масхадом еще до 2004 года. А если это было сделано, то оно было сделано для того, чтобы объединить людей для сопротивления российской агрессии. Не более того. Масхадов мне лично, да, я с ним переписывался, я уже однажды говорил это про Абдул-Халима, когда он его назначил вице-президентом. Я ему написал, что Аслан уже надоело, сколько можно, да, там Абдул-Халим, Абдул-Муслим, Абдул-Унядин, Абдул-Малик и так далее. То есть с этой волны пора бы слезть, наверное. Неужели ты не нашел ни одного чеченца с нормальным именем? Вот так я ему написал. Но я тогда и Абдул-Халима не знал, да, многие как бы меня неправильно и поняли в этом правильно, в этом Надо смысле. подчеркнуть, что мы Абдул-Халима считаем героем нашего народа, Да, но естественно, при да, этом, да, да, речь шла о религиозности, которую да, приносят да. в политику у нас. Абсолютно, да. Вот я ему это подчеркнул. Я-то не знал тогда, кто такой Абдул-Халим, вообще его не знал. Масхадов мне тогда объяснил, что Абдул-Халим это нормальный парень, у него это имя с рождения, не взятое там откуда-то, да. И вот что он очень здорово помог ему и помогает вот, как бы объединить вот эти разрозненные группы. И что Масхадов, он говорит, ты вот не понимаешь, я, ну там не понимаешь, я не могу не понимать, потому что я его адъютантом был, 2 года жил с ним в одной комнате. И мы, в принципе, всю войну, да, там вместе прошли первую войну. И я, конечно, понимаю его, но он говорит, вот ты, ну, как бы по-чеченски, да, цакет, типа, не понимаешь. Я 22 километра, да, 22-25 километров делаю ежедневно по горам, по лесам путь для того, чтобы объединить эти группы. То есть сегодня, критикуя вот это соглашение 2002 года, мы тоже должны примерно не как бы в пику, да, критиковать, не как бы вообще невозможно критиковать, а именно с точки зрения того времени надо смотреть, какая ситуация была тогда, был ли какой-то другой у него вариант, да, ему нужны были войска для сопротивления, и он пытался их объединить. Но объединение все равно не получилось. Надо сказать, что они никакого соглашения, во-первых, эти джамааты не выполнили, да. Мы не видели никакого сопротивления там после этого такого серьезного, как было, например, в 96 году, в 95-м, в Первую русско-чеченскую войну. То есть не было единого управления. Вот самое страшное, что не было единого управления. И оно потом обернулось проигрышем в войне. Вот. И я считаю, что вот это соглашение, которое было тогда, оно было до гибели Масхадова действующим. После гибели Масхадова оно теряет свою всякий смысл и всякую силу. Сегодня сидеть в Европе, да, и говорить о каком-то соглашении 2002 года просто смешно. Я понимаю, если бы сегодня они были бы в лесу, там где-то джамааты, эти, на фронтах и так далее, и говорили бы о 2002 году соглашении, я это могу принять еще, да, потому что идет сопротивление. Но сегодня сидеть в Европе и там уйти из войны, да, выйти оттуда всем сюда в Европу, и называть здесь сидеть, называть себя джамаатами, батальонами. Ну, представь, сейчас из Украины какая-то Азов, да, там их знаменитый, выйдет весь Азов в Европу, и здесь будет ходить, там флаги поднимать, и мы азовцы, мы там батальон Азов и так далее, там, да, военную форму носить, там, объединяться. Когда идет у них война дома, да, они будут так себя здесь вести, это будет просто нам самим неприятно с этими людьми общаться даже, так же. И почему мы должны другое отношение иметь к своим, таким, кто живет вот такими мерками. Поэтому мы пытаемся, если, например, пытаемся корректировать действия наших политиков. Мы пытаемся указать на ошибки наших политиков, что недопустимо сегодня играть в радикализм, потому что ни одно государство мира нас ни в чем не поддержит, и мы потеряем больше, чем приобретем,
из-за какой-то горстки людей, да, которые якобы проталкивают вот эту идею. Я тут вижу еще вот людей, которые, ну, в Турции сидят, которые были в правительстве у Масхадова, которые внесли в лепту, рожу серьезную лепту в начало русско-чеченской войны, в подготовку этой войны, да, своими действиями. И сегодня пытаются тоже ну, как бы реанимироваться, да. Это тоже неприемлемо. Сегодня нельзя играться с людьми, которые предали наш народ. Нельзя играться с людьми, которые вот перешли на русскую сторону, потом обратно хотят вернуться. Там с войны, будучи серьезными чиновниками, да, вот именно в правительстве, имею в виду, вы выехали куда-то за рубеж и оттуда теперь пытаются как бы регулировать эти вопросы. Эти люди должны понимать, что мы не собираемся с ними играться или заигрываться вообще никаким образом. Да? Есть цель нашего народа, которой мы хотим четко и ясно уложить дорогу демократии. И здесь просто говорить там правительство Закаева, если оно будет нормально работать, и ради бога, пусть работает, никто им ничего не говорит. Но в такой ситуации, когда вице-премьер сидит и говорит, что государство будет на Коране и Сунне, да, а Конституция говорит совершенно другое, да, это, конечно же, это уже абсолютно ни в какие ворота не лезет. И поэтому наша партия будет всегда реагировать на эти вещи. Мы будем пытаться в будущем привлекать к себе студенческую молодежь, нашу партию, чтобы в будущем в нашем государстве после освобождения эти люди, эти молодые люди, грамотные, образованные люди могли прийти к власти, могли заботиться о себе и своем народе. Не стоять в стороне, да, что какой-то дядя им какую-то жизнь создаст хорошую, да, или там плохую. То есть быть соучастниками своей судьбы. Вот этого мы добиваемся. Сань, тут прям назревает сразу вопрос, я прям чувствую, как будет критика именно по вот этому пункту, что мы как бы против Корана и Сунны, то есть против Корана и Сунны. Суть, я хочу, чтобы ты раскрыл написание в Конституцию, законы будут писаться по Корану и Сунне, насколько это размытое понятие, насколько там можно манипулировать этим, чтобы люди понимали, что мы не против людей, какие бы религии они не были, какие бы убеждения не были, чтобы просто мы против того, чтобы это вносилось в Конституцию, в общий закон для всех. То есть, если ты веришь, это верь, то не надо это над всеми законом делать. Ну, во-первых, ты знаешь, я сам мусульманин, да, моя семья тоже мусульмане, мы молимся, все там, все такое, да. Я в этом ничего не вижу плохого там и в Коране, и в Сунне. Я читал Коран в переводе нескольких вариантов на русском языке, правда, потому что арабский язык не знаю. Не в пример другим людям, которые ссылаются на Коран и об этом, и о нем говорят много, да, даже не заглянув туда ни разу. То есть они это говорят на слуху, я это примерно читал. И сунна пророка – это примерно жизнь пророка. Да? Это жизнь, которая описана 250 лет спустя после его смерти. Но в любом случае сунна пророка – это, например, делай так, как делаю я, да? Ну, типа там пророк делает. То есть, если я хожу босоножка, ходи так. Если я здороваюсь правой рукой с людьми, здоровайся правой. Там, если я добрый к людям, будь таким. Если у меня такая одежда, будь таким. То есть, это все, как тебе сказать, вот, История его жизни, как он когда жил. это когда воспитание, вот бывает семья, да, в семье воспитывается ребенок, он воспитывается на примере своего папы и мамы, также в основной своей части. Вот пока он маленький, он берет пример с папой и мамой. То же самое здесь в исламском мире. Вот пример берите с пророка. Но эти люди, которые призывают нас жить по сунне, сами-то не живут по сунне. Вот в чем дело. Они хотят, чтобы мы так жили, да, типа, да, они будут над нами сидеть на нашей шее. Здесь совсем огромные противоречия. Хусейн, Примерно нету, ну я просто хочу добавить, что в Коране нету ни одного варианта построения государства. вот.
Вот, это... Коран это жизнь людей, это право людей, это там судебная даже система, да. Если там сирота, ребенок, какие доли ему полагаются, при разводе, что надо делать, там вот много чего описано. Такого бытовые вещи, которые люди, ну, дикие на тот период люди, да, вот, мы же понимаем, какие периоды это было сделано, да, чтобы привести их к какой-то нормальному порядок, какой-то закон. образу, да, человека, да, чтобы они были в каких-то рамках, чтобы люди не делали все, что им вздумается, в голову придет, а именно придерживались каких-то рамок. Вот для этого, в принципе, вот это все религии, о чем говорят, любая религия говорит о том, что человек обязан, да, то-то, то-то соблюдать. То есть организоваться как личность. Поэтому здесь мы говорим о государстве, о строительстве государства. Это управление. Государство может управлять только человек, который имеет особые знания. Знания в экономике, там, всякие науках и так далее. То есть это огромный механизм, который мы должны хорошо наладить и запустить, да, и потом, который будет уже годами сам по себе работать. Мы видим на примере Грузии, вот Саакашвили реформы, при Саакашвили этот механизм был создан ими, да, этими людьми, и он прекрасно функционирует. Сегодня, кто бы ни пришел к власти, Грузия останется такой, как она сегодня есть. Да? Она не вернется к криминальным временам Советского Союза, потому что менталитет у людей Грузии поменялся. Они уже понимают, что в таком государстве, где есть право, лучше жить, чем в криминальном государстве. Также, где тебя могут на каждом углу убить. Поэтому А, мне хотелось бы, вот, раз мы эту тему немного начали, еще углубиться немного, объяснить вот по поводу, почему против вписания Корана и Сунны в Конституцию. Потому что некоторым кажется, что это сразу отказ от правил, законов Всевышнего. При этом они сами не понимают, что шариат – это тоже написанные людьми законы, и сделанные ими выводы из Корана и Сунны. То есть это людьми написанные законы, выводы какие-то сделанные из Корана и Сунны. То есть то же самое мы предлагаем сделать для всех людей, общие законы для всех людей написать, и не ставить вот эти законы мусульман, например, над другими людьми. Потому что у нас, да, мы сейчас все мусульмане, да, у нас этих проблем до сих пор не было. Да, но общество будет развиваться. Там, у нас, судя по всему, далеко не все придерживаются тех течений, которые сейчас хотят прийти к власти. Там, или же у нас будут люди, граждане, которые будут не той религии, которую мы исповедуем. У нас должна быть абсолютная свобода. То есть и вписывая туда религиозные законы, мы ограничиваем это, мы делаем это государство только для людей именно этого течения, этого вероисповедания. Мы не знаем, кто какие выводы сейчас в наше время сделает, когда будет писать новые шариатские законы. А вдруг он захочет, так же, как было в древних законах, там, руки отрубать и камнями забивать. Мы же понимаем, что в наше время это невозможно, такие вещи мы не можем допускать. Поэтому Коран и Сунна – это очень размытая формулировка. Законы должны писать люди, и эти законы, они должны быть в Конституции четко прописаны. И они должны быть для всех, для любых религий, для любых вероисповеданий, и для людей, отсутствующих, у которых отсутствует какая-то религия. Это не важно, он человек, он остается человеком, он остается нашим гражданином. Вот это смысл. любой закон, да, законы шариата, это, во-первых, преступление и наказание за эти преступления. То есть там соблюдение, вот мы хотим построить шариат или что-то такое, шариатское государство, обозначает, что я, ты, другой, пятый, десятый будем соблюдать закон. И все. Больше ничего. Там другие люди, они не понимают даже, что вот даже здесь в Европе мы живем, да, пока ты не нарушаешь закон, ты не имеешь никакого отношения ни к полиции, ни к судебной системе, вообще никак. Даже ты живешь, ходишь на работу, все такое. Ну как ты нарушил закон, сразу к тебе приходит полиция, там, потом суд, штраф и так далее. То же самое и здесь. То есть это все люди, которые требуют, да, там, создания вот этого
шариатского государства и так далее, шариатского закона, должны понимать, что это они сами должны соблюдать эти законы. Но в нынешней жизни, да, в нынешней ситуации, в наше время недопустимо, конечно, когда весь мир отказывается от смертной казни, примерно, если там надо забивать там палками или камнями или какие-то дикие вещи делать, да, которые якобы там 1000 лет назад кто-то делал, то есть вернуть это к сегодняшнему дню это просто глупость какая-то. Поэтому, во-первых, такое общество будет изолировано сразу, да, полностью изолировано. Мы видим это на примере Афганистана сегодня. Америка хотела там помочь этому Афганистану, а, что-то сделать такое, но потом они были вынуждены уйти оттуда, американцы, потому что люди, ну, те люди, которые талибы, там другие, не хотят другой жизни, кроме той, которую они заслуживают. И сегодня мы видим, куда скатился Афганистан, да, вот показательно разбивают телевизоры, да, снимая на айфоны, причем никому в голову не придет, что айфон надо первым разбить, а не телевизор, да. И вот это лукавство такое, это такое, знаешь, лицемерие, которое прям явно видно. Если ты человек с автоматом, ты царь и бог там, хоть в Афганистане, хоть в Чечне, хоть где. Как только убери автомат, и все, ты становишься таким же гражданином и будешь потом отвечать за свои действия перед любым человеком, против которого ты их совершил. В этом вся разница. Да? Если эти люди предполагают, что с введением каких-то шариатских правил они будут ходить с автоматами, да, и бить чеченский народ палками, то это уже... На сегодня мы почти все вопросы для первой программы нашей, нас интересовавшие, обсудили. В дальнейшем у нас будет еще интервью с другими участниками партии. Также с Хусейном еще какие-то будем пытаться отвечать на какие-то точные вопросы, более развернуто. Сегодня это как бы первый выпуск для ознакомления и для, так сказать, представления партии. И хотелось бы закончить на следующем вопросе. Протекторат. Что это такое и почему чеченцам он нужен после освобождения? Ну, я бы хотел напомнить тем, кто, может быть, не знает, может быть, кто-то забыл, что речь о так называемом протекторате, фактически концепции обусловленной независимости, которая была под редакторством Ильяса Ахмадова, министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия в 2003 году еще. Эту концепцию одобрил президент Аслан Масхадов. И вот с тех пор шла речь, хотя были и критики там некоторые, да, кто не понимал ситуации, кто не был именно в зоне войны и не понимал, что затягивание, да, там без протектората, без какой-либо а, помощи со стороны, это гибель всего чеченского народа, да, живя в Европе, критиковать то, что проходит там на войне, конечно, легко, сидя на теплом диване, но в нашей ситуации мы как раз находимся, наш народ находится в такой ситуации, когда его надо спасти любыми путями. Концепция обусловленной независимости, она примерно такая же, примерно по своей форме, как концепция была Косово. Внешнее управление, да, на определенное время и ввод миротворческих сил. Что дало Косово стать государством, защитило это государство, разоружило формирования, которые имели оружие, да, предоставила людям рабочие места, обучила персонал управлению, разного ранга персонал обучили они, да, обучили полицию, армию и так далее. То есть полностью как должно быть, и потихоньку, шаг за шагом вывели свои войска и передали полностью власть косовскому правительству, естественно, проведя там демократические выборы. То есть в нашем государстве, судя по тому, что мы видим разные понимания деоккупации, разные понимания потом дальнейшего управления этим государством, мы видим, что просто нам необходимо, чтобы какая-то внешняя сила была, какие-то миротворческие силы для того, чтобы предотвратить убийство, да,
чеченцев чеченцами. Мы, несмотря на то, что да, там так называемые кадыровцы, люди, многие люди, которые находятся сегодня с оружием в руках на территории Чечни, у которых не запачканы руки кровью, естественно, к ним должно быть одно отношение. Мы не можем позволить там, чтобы каждый, кто захочет, стрелял друг друга и говорил, я там в ровном месте и так далее, не подходите и так далее. То есть до этого убийства мы не можем дойти, потому что бесконечное убийство будет. Вот для этого нам нужны, конечно, там миротворческие силы, чтобы избежать вот этих кровавых столкновений. Нужно разоружить людей, естественно, которые имеют на руках оружие, потом чтобы с помощью европейского сообщества, Америки, чтобы построить какие-то предприятия, новые заводы, новые фабрики, чтобы мы на начальном этапе могли обеспечить работой людей. Самое главное, чтобы дать людям надежду на то, что народ может жить без страха, да, народ может жить и зарабатывать деньги честным, нормальным трудом, а не быть рабом чем-то и так далее. То, что сегодня происходит. Люди работают и не дают зарплату, забирают часть зарплаты. То, что мы ежедневно слышим. Поэтому вот эта концепция обусловленной независимости, мы тоже ее переработали, дополнили, она у нас имеется, но пока мы ее как бы придерживаем, да, и эта идея привлечения иностранцев, идея привлечения миротворческих сил, она именно исходит из того 2003 года, когда при согласии Масхадова даже, он был согласен на это дело, чтобы вывести из-под под давления России. Нам каким-то образом мы понимаем, что мы окружены, да, на данный момент. У нас имеется, по-моему, 80 километров государственной границы с Грузией. Остальное все на данный момент как бы окружены Россией. Мы понимаем, что ни торговые отношения, ни какие-то другие отношения с Россией на первом этапе будут невозможны. Будут всякие препятствия, причины. И, конечно, если Россия сохранится в таких рамках, которые она сегодня находится. И, естественно, мы должны потом в будущем освободить в первую очередь себя, свой народ, попытаться ну, как бы помочь освободиться всему Кавказу, создать Кавказскую федерацию, да, наподобие Европейского Союза, чтобы все народы Кавказа жили в мире и дружбе, чтобы между нами не было каких-то постов, да, чтобы мы могли друг к другу ездить, свободно передвигаться по территории Кавказа. Я думаю, что любые кавказские народы будут готовы к такой дружеским каким-то отношениям, естественно, да. И вот эта концепция, о которой мы сейчас говорим, конечно, она не является там панацеей всего на свете, но это одна из попыток помочь чеченскому народу воспрять духом, помочь чеченскому народу излечиться от травм многолетних войн, да, как бы обрести свободу и независимость. Другого варианта просто, наверное, и нету другого варианта, потому что с силами России мы будем, как бы, если мы будем обращаться за помощью к России, то, естественно, будем опять на крючке у России, там газ дали, не дали, свет дали, не дали, хлеб дали, не дали и так далее. Если мы обратимся к Турции за помощью или конкретно исламским странам, то Турция, вот я хочу особо подчеркнуть, Турция стремится попасть в Евросоюз уже несколько десятков лет. Ее не принимает Европейский Союз. Значит, Турции это очень важно быть среди вот этих европейских государств. Так почему мы должны стремиться попасть в Турцию или под влияние Турции, а потом уже на хвосте Турции идти в Европу, когда у нас есть хороший шанс, да, помимо Турции, самим как бы э, наладить связи с европейскими странами и быть вот как бы под опекой этих государств, под протекторатом, так сказать, да.
Но здесь некоторые этот протекторат тоже не понимают правильно. Протекторат может быть как бы какая-то помощь в определенном порядке, да, какая-то финансовая помощь и так далее. А можно, ну, это при том, что если в нашем государстве будет порядок, тогда мы можем иметь какие-то контакты с другими государствами, они будут, как сейчас, Украине помогать и так далее. То есть это при том, что будет полностью чеченская власть. Но в этом случае мы не сможем там наладить порядок. Именно преступления остановить, там вот эти оружия и так далее, кровная месть, ну, многие вещи, которые способствуют окончанию любых войн. Но это мы просто были свидетелями жизни нашего государства с 96-го послевоенного и до 99-го года. И мы помним, что там было, эти нефтескважины, хищения и так далее, и так далее. То есть не очень вещи, о которых даже хочется говорить. Не очень хорошие вещи. Поэтому, чтобы предотвратить их, да, нам нужно именно какая-то сила, которая нас поддержит. Этой силой может быть Америка. А вот я вообще склоняюсь к тому, что нам надо больше иметь контактов с Литвой, да, потому что это первое государство, которое стабильно сотрудничает с нами, которое всегда помогает нам и помогало нам, и одно из мужественных государств даже в Европейском Союзе, которые, не стесняясь, даже находясь рядом с Россией, да, гранича с Россией, и признала одними из первых Россию как террористическим государством, и, в общем, и понимает ужас, и чем может Россия быть, да, ну, каким монстром или какую опасность представляет Россия. Поэтому я убежден, что Литва в дальнейшем будет одним из первых государств, которое нам поможет выйти из этого состояния. Но для этого нужны контакты, для этого нужно, чтобы мы сами, мы чеченцы, сами политики, какие-то деятели культуры, искусства, чтобы мы сотрудничали с этими людьми и через них имели выход на те страны, с которыми они там уже сотрудничают. Политика работает только так. Если сегодня нас, например, не готовы принять какие-то страны, да, там Австрия, Германия на правительственном уровне, например, нет у них интереса, то Литва, я думаю, что может это сделать на любом уровне. Потому что они такие же жертвы России, как бы российского террора, какими были и мы. Они этого соседа хорошо знают, так и как. Да. Да. Прекрасно знают и опасности его тоже понимают. Протекторат – это слово от to protect, это защищать. Английское слово защищать. То есть это защита, которую которую мы просим у более сильных стран, чтобы они, во-первых, помогли нам настроить у себя такое нормально функционирующее правительство, и чтобы мы не повязли в этих гражданских войнах, потому что они действительно нам светят. У нас есть люди, заслуживающие судов по макарам нюрнбергских, да, они должны быть по-любому. Люди виноваты, у кого кровь на руках, они должны быть судимы, иначе мы никогда не построим какое-то общество. Но при этом мы не можем впадать в какую-то, не знаю, там, анархию, беспредел, где каждый будет за какие-то мелочи, там, гаишников отстреливать и все такое, как мы сейчас недавно у нас был случай. Чтобы все не повязано в крови, нам нужен человек, не человек, а государство, которое за этим присмотрит. То есть более сильная армия. И защита, протекторат от соседей, которые могут через 10-20 лет снова решить, там, что вот теперь настало время возвращать свои, ну, в кавычках, свои территории, да? Поэтому... Здесь я бы хотел, знаешь, еще подчеркнуть, что
ну, одной защиты, да, ну, там оружие, значит, тоже мало. Нам нужно финансирование, нам нужно, чтобы нам построили заводы, помогли, да, в долг каким-то образом. Нам в первую очередь, да, в первую очередь нужно обучение персонала. Да, у нас нету персонала абсолютно. Мы сегодня на нашей территории делопроизводство ведем на русском языке, на языке оккупанта, который столетиями, да, уничтожает наш народ. Нам надо слезть, во-первых, с русского языка. И чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше. Нам надо в школах, да, убрать русский язык. Пусть кто хочет его учит каким-либо образом, он абсолютно, мы не можем запретить полностью русский язык, но преподавание в школах надо перевести на английский язык и на чеченский язык. Вот два языка, которые у нас должны быть государственными. У нас в Европе основная часть молодежи, которая завтра станет специалистами в разных областях, они учатся в европейских вузах. Эта молодежь уже не знает хороший чеченский язык, да, грамматику чеченского языка вообще не знают, они не могут писать на чеченском языке. И это большая проблема. Они не знают и этого русского языка тоже. Это тоже как бы будет препятствовать тому, чтобы дело производства велось на русском языке. Вот это дело производства мы должны перевести на английский язык. Это ничего серьезного, там, опасного нету, потому что все мы, приехавшие в Европу, там, во Францию, в Германию, там, Англию, любую страну, и не знаю ни одного слова у этих народов, мы здесь не пропали. Да, это все дело производства, которое здесь на немецком языке, в этой стране, в Германии. Мне пришлось, например, да, там какие-то, если письмо надо написать, заполнить какие-то бланки. Это все было на немецком языке. И можно потом дублировано и на русском, на чешском, турецком, там на всех языках народов, которые здесь проживают. Вот такая форма. Мы должны то же самое у себя сделать для того, чтобы люди нас не шарахались, да, дома, если мы переведем на английский язык, то русский язык будет как бы такой дополнительный для тех, кто еще говорит на русском. Грузия, да, школу перевела на английский язык и на грузинский язык. И ни один грузин от этого не умер. Сегодня молодежь грузинская, вот здесь я в Австрии встречаюсь иногда на демонстрациях с грузинской молодежью, они уже не говорят по-русски, они говорят на английском языке, на своем родном языке, здесь на немецком языке. То есть они уже влились в это мировое сообщество, они запросто могут общаться с любым человеком, кто владеет английским языком. А английским практически все владеют здесь в Европе. И наша молодежь тоже в том числе. Поэтому это тоже одно из прерогатив, да, которые мы в будущем должны для того, чтобы сохранить свой родной язык, да, нам надо вытравить из подсознания русский язык, на котором мы даже думаем, не то, что там говорим. Мы просто думаем по-русски. И этот через русский язык заходит потом русский менталитет у нас. И потом уже наш теряется. Да, это тоже очень важно сохранить свой родной язык. Мы даже не можем ни на родном языке, ни на чеченском языке объяснить ребенку, да, или там кому-то другому на чеченском языке наши обычаи, традиции, да, устои. Это невозможно на русском языке вот говорить, о, мы то-то, 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 ты не понимаешь, потому что оно не входит в тебя, да. Когда ты говоришь на чеченском языке, а чеченский язык, как мы знаем, такой образный, намного богаче, чем русский язык, и ты с полуслова понимаешь, о чем речь. Когда на русском тебе надо там 10 раз объяснить одно и то же. То здесь очень важно вот этот момент тоже, я думаю, что стоило подчеркнуть. Я так считаю, что мы довольно обширно, хорошо поговорили сегодня. Я думаю, на этом можно закончить наш первый выпуск. Я благодарю тебя за время, за твои ответы. Благодарю всех, кто смотрел нас. И призываю всех быть демократами и вступать в ряды Чеченской демократической партии. Adikül, da dik ne götür. Amin. Deriz o. Hadi gidelim.